lullaby. You're the melody that keeps me warm all through the night, all through the night. Сегодня я хочу вам рассказать о поэтапной системе корейского ухода. Косметику лучше всего смывать гидрофильным маслом. Масло смывает всю стойкую косметику, в том числе BB-крем, тональный крем, тинт, водостойкую подводку, ну и все остальное. Именно такое двухэтапное очищение гарантирует нам абсолютно чистую кожу, предотвращает появление впей, черных точек и жирных пробок. Далее идет тоник. Тоник корейцы наносят не как мы привыкли на ватные губки, а наносят пару капель на ладони и наносят на лицо похлопывающими движениями. Тоник нужен, чтобы нейтрализовать неблагоприятное воздействие проточной воды, а также он улучшает восприятие всех последующих средств. Его необходимо наносить сразу после умывания, как можно быстрее. Так вы предотвратите пересыхание вашей кожи. Следующее средство – это сыворотка. Это концентрированное вещество, направленное на результат. Бывают разного действия, антивозрастные, противовоспалительные, отбеливающие и так далее. Также сыворотка намного усиливает воздействие последующего средства. 2-3 капли сыворотки наносят на лицо такими же похлопывающими движениями. Следующий этап – это увлажнение. Для жирной кожи достаточно будет нанести эмульсию. Эмульсия – это, по сути, жидкий крем. Он быстро впитывается, не оставляя жирной пленки. А для сухой кожи нам понадобится еще и сам крем. Крем впитает и увлажняет кожу. Необходимо выбирать крем по типу своей кожи и возрасту. С первого взгляда система корейского ухода кажется сложной и многоэтапной. На самом деле, на весь дневной уход я трачу не больше 10 минут в день. Ухаживайте за своей кожей, и она в скором времени скажет вам спасибо. Ежедневный стресс в современном мире – дело привычное, однако копить ее не стоит. Лучше избавиться от нее быстро, легко и с удовольствием. За отдыхом я направилась в спа-салон Канди. Специалисты салона мне посоветовали Флуари. Рекомендуют к тем, кто хочет отдохнуть и расслабиться за короткий промежуток времени или сталкивается с сильными физическими нагрузками. Беременные женщины испытывают множество стрессов во время вынашивания ребенка. Проведенные эксперименты показали, что регулярное посещение флуат-камер позволяет женщинам легче переносить беременность. Во время сеанса нет такого глубокого погружения в транс, как во время гипноза. Человек находится в состоянии осознанности, что позволяет ему легко усваивать новую информацию. Do me right, do me wrong, do me in, you should know that I'll be okay. Тут есть кристаллики. Я сейчас поймаю. Ой. Вот. Топ-блогер дневников ЕКТ, Инстаграм, ВКонтакте, Твиттер, Фейсбук, яркая, харизматичная, с тонким чувством юмора и неиссякаемым позитивом радует тысячи подписчиков прекрасная девушка по имени Лина Малина. Ее посты про путешествия, селфи, запоминающиеся фразы и популярные хэштеги давно стали самым полюбившимися в сети. Кажется, подписчики уже знают все о ней, но она все равно удивляет и остается большой загадкой, как и должна быть настоящая Кереко. Лина Малина создала образ современной якутской девушки-подружки, как говорят, девушку из соседнего двора. С ней приятно общаться, она успевает быть всегда в тренде всех событий, легко и честно пишет свои мысли, занимается саморазвитием и самосовершенствованием. Чем не положительный пример для девушек?
What's your favorite song? When they put it on, girl, I know you know. Откуда появилась Лина Марина? Чем ты занимаешься? Чем ты дышишь, живешь? Скажи, пожалуйста. Я родилась в Сунтаре, до мозга костей сунтарская. Получила 2 образования. Теперь работаю в колледже связи и энергетики преподавателем IT-дисциплин. Очень интересно. Понятно, если IT-дисциплины, и вот почему ты у нас стала блогером. IT-специализация. Очень интересно. Вот значит, ты все знаешь о интернет-технологиях, о всех социальных сетях. И как ты вообще попала, уже будучи как бы студентом или же после? Почему ты решила стать блогером? Или им не становится? В 2012 году по совету своей двоюродной сестры Аленки, которая сейчас живет в Таиланде, решила завести дневник. Я не знала, на какие темы я буду писать. Выкладывала рецепты, писала свои мысли, стихи, рассказывала, чем я занимаюсь, как провела день и так далее. Затем как-то постепенно получилось так, что я вызвала ажиотаж вокруг мультиварок, создала по просьбе читателей уже сообщество мультивары Якутии. И с тех пор меня уже начали приглашать на какие-то съемки, передачи, стали поступать предложения, люди стали подписываться на мой инстаграм и дневники. А где ты сейчас больше сидишь? Или ты просто дублируешь свои посты везде? Я сижу в инстаграме в основном и дублирую посты в другие социальные сети, как Facebook, Twitter и ВКонтакте. ВКонтакте, а где больше отклика идет, как ты считаешь? В Инстаграме. В Инстаграме. А вот я часто вот тоже читаю твои посты, мне очень интересно бывает. И как бы и моим зрителям тоже интересно, оказывается, задавали мне вопросы о том, что можно ли вообще зарабатывать на блогерстве? Можно ли вот рекламу прям явную, неявную использовать? Лично я пока на этом не зарабатываю, но очень хочу научиться. А если не секрет, сколько бывает один пост стоит? Вот конкретно я не слышала, что есть же другие паблики, массовые паблики, у которых подписчиков там больше 30 тысяч и так далее. Или ходят слухи, что, например, Ксения Собчак за свой один пост рекламный получает там 300 тысяч. Но я не знаю, правда это или нет. Но в Якутске, я считаю, точно такого нет. Пока мы не пришли к тому, чтобы платить блогерам деньги за рекламу. Вот тайна имени Лина Марина, как она появилась, почему ты себя так называешь, и настоящее ли это имя твое? Вообще с рождения, потому что у якутов, да, по традиции якутов, принято называть ребенка 2 именами, чтобы аббасы не пришли, там, не наложили несчастье, или чтобы ребенок постоянно был здоров. И как бы с рождения родители меня назвали Барахсанушкой, Барахсана, ну, мое якутское имя, и Лина Малина. Еще есть стишок, страшненький такой. Лина Малина Хюэдеребе, Куган Бай Крисово. Вообще страшно, как бы я не удивлялась почему-то очень долгое время. И как-то уже будучи взрослой, я спросила у мамы, почему Куган Бай Крисово? Как можно так ребенка своего назвать, да? А она сказала тоже по традиции якутов, опять же, нельзя нахваливать ребенка, чтобы, опять же, не вызвать зависть аббасы, да, в злых духах и так далее. Специально называют ребенка плохим. Что тебя вдохновляет, что заставляет тебя творить, писать эти прекрасные посты, которые прям люди читают захлеб и читают вот все хэштеги Лина Малина рекомендует и бегут за этими рекомендациями? У меня есть девиз по жизни, мое кредо. Carpe diem от латинского слова в переводе означает «лови момент».
То есть это не означает вот умри молодым, да, бери от жизни все и так далее. Просто живешь и наслаждаешься каждой минутой своей жизни. Я умею, практикую прям наслаждаться каждой минутой. Я смотрю каждое утро в окно, вижу погоду, хоть какая бы она ни была, она делает меня счастливой. То есть все, что меня окружает, все люди, которые меня окружают, с кем мне приходится общаться, встречаться, разговаривать, все они меня вдохновляют. Лина Малина, мы очень хотим услышать твои пожелания, советы, и Лина Малина рекомендует для наших телезрительниц. Старайтесь всегда выглядеть хорошо, быть на позитивной волне, заниматься всем, чем нравится, а также проявлять интерес ко всему, что происходит в себе, в мире и у нас в Якутске. Очень приятно было с тобой в реальной жизни встретиться, познакомиться и пообщаться, услышать твой голос. Это время прошло очень даже быстро и незаметно, чему я очень рада и надеюсь, что мы будем с тобой общаться. И желаю тебе еще больше подписчиков, еще больше интересных тем и еще больше рекомендаций.